Уважаемые участники конференции, спасибо за возможность выступить, и хочу отдельную благодарность от имени юридического факультета, от имени Северо-Восточного федерального университета выразить Михаилу Петровичу Николаеву за инициативу проведения данной конференции. Мы с радостью ее приняли, и вот я думаю, что у нас состоялось действительно и научное, и политическое событие, которое останется в памяти всех нас и дальше будет ориентиром для наших дальнейших действий. Спасибо. Принцип разделения властей является основой концепции правового государства. Многие считают, что сама концепция правового государства, она только в 1990 году реально воплотилась в основополагающих актах страны. Ну, например, Декларация о суверенитете Российской Федерации 12 июня 1990 года. На самом деле это не так. Идея правового государства возникла в недрах Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и была принята к реализации в июне 1988 года на 19-й партийной конференции. В то время я был студентом 3-го курса Свердловского юридического института, и за 3 месяца до этой конференции выступал с докладом на институтской конференции, далее на всесоюзной студенческой научной практической конференции, вот, который назывался «Концепция социалистического правового государства». Мне очень радостно, что вот именно тот мой доклад предвосхитил почти все то, что было указано в тезисах 19-й партийной конференции. Я считаю вот именно июнь 1988 года как событие, равное революции. Потому что признание концепции правового государства – это полный отказ от идеи от коммунистической идеи, от идей, которые были прописаны в манифесте коммунистической партии, от идеи диктатуры пролетариата. И вот тут надо пару слов сказать о либеральности этой идеи. Либеральность, она в основе идеи правового государства. И вот сейчас это слово стало ругательным. Мне это очень не нравится. Я считаю, что юриста, признающего идею правового государства, не либералом считать нельзя. Иначе он просто против основ конституционного строя. Но то же самое речь идет о любых политиках. В чем основа идеи правового государства? Это в суверенитете личности, в его естественных правах. Далее эти права отдаются муниципалитету, субъекту федерации, Российской Федерации для общих целей, как в свое время об этом говорил Жан-Жак Руссо. Ну и Жан-Клод дополнял идеями вот наличия представительного законодательного органа власти. Я вот тогда еще на страницах газеты «Социалистическая Якутия» выступал с идеей разделения властей, но и говорил в частности о необходимости создания двухпалатного парламента. В чем смысл вот разделения властей? Законодательный орган принимает только законы, не имеет права принимать правоприменительные акты. Исполнительная ветвь власти может принимать только правоприменительные акты. Судебная только юрисдикционные акты, то есть акты
по наличию спора. Вот тут как во всем мире справляются с этой ситуацией? Ну, само собой, мы понимаем, что законодательный орган, он еще и является представительным органом. Вот только двухпалатный парламент может обеспечить возможность выполнения каждой из палат представительных функций. Например, Нижняя палата влияет на формирование исполнительной ветви власти, принимая политические акты о назначении председателя правительства. Верхняя палата влияет на формирование судебной власти, но вместе они, как законодательный орган, только они могут принимать законы. Все. Общих актов они не принимают. Я думаю, что вот как раз при формировании новой государственности Республики Саха-Якутия наш народ и Верховный Совет, и Якутская Саха ССР очень мудро поступил, вот как раз приняв вот эту вот систему двухпалатного парламента. И благодаря вот именно двухпалатному парламенту тогда Якутия, она сумела оперативно влиять на политическую ситуацию, оперативно защищать интересы республики, всего его народа многонационального. Но вот отказ от идеи двухпалатного парламента сразу же нарушает концепцию правового государства и принцип разделения властей. Законодательный орган приравнивается к понятию представительного органа власти. И тем самым законодательный орган уже принимает акты применения права, что с точки зрения разделения властей быть не должно. Но раз у нас ситуация такая, которую, по сути дела, изменить можно только теоретически, то какой путь мы можем предложить для разрешения этой ситуации? В принципе, разделение властей с ее системой сдержек и противовесов мы должны обеспечить главное – это независимость каждой ветви власти. Но, правда, вот тут не совсем понятно, как мы можем говорить о независимости исполнительной ветви власти от представительного органа власти народа, так скажем. Да? Тут, само собой, ситуация вполне ясная. Система сдержек и противовесов позволяет такую зависимость. А вот законодательный орган власти может зависеть от исполнительной власти? Я считаю, что нет. Это прямое нарушение принципа разделения властей. Если законодательный орган власти зависит от исполнительной, то тут никакого разделения властей нет и нет вообще правового государства. Я посчитал по списку депутатов, которые сегодня на сайте отражены Илтумена, и там у меня прямых таких вот аффилированных, как говорят цивилисты, лиц к исполнительной власти республики насчитал 15 человек, 15 депутатов. Это генеральные директора компаний, которые назначаются распоряжением или же актом каким-то главы республики или председателя правительства, или постановлением правительства. Но есть вопиющие случаи. Есть руководители государственных, бюджетных и казенных учреждений. В частности, речь идет о депутатах, таких как Семенов Аркадий Анатольевич, директор государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, природный парк Ленские столбы, Семенов Дмитрий Александрович, директор ГБУ службы эксплуатационного технического обеспечения, а также Филиппов Семен Васильевич, генеральный директор государственного казенного учреждения управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия.
но они официально являются должностными лицами, представляющими исполнительную ветвь власти. Как они стали депутатами, почему у нас закон позволяет это делать? Я думаю, что и Конституционному совету есть тема для того, чтобы принять соответствующий акт, который противоречит статье 1 Конституции Республики Саха-Якутия, где сказано, что Республика Саха-Якутия является правовым государством. Я предлагаю, как-то в течение 2 лет у нас обсуждается уже идея о профессиональном парламенте. Но вот в данной ситуации я думаю, что мы можем как раз обеспечить независимость парламента только переведя его на профессиональную основу. Но тут обсуждается вопрос о том, сколько там депутатов должны быть и так далее. Да? Я считаю, что идея парламента, она заключается в том, чтобы выражать политическую волю народа. Не какие-то там местечковые интересы их защищать, тем более интересы каких-то отдельно взятых корпораций. Поэтому считаю, что наиболее правильным будет только выборы по партийным спискам. Только не надо одномандатных округов. Депутаты должны представлять интересы всей республики. И на основе этого как раз делать свои решения, принимать законы. Что касается судебной власти. Для республик в составе Российской Федерации вопрос как бы не актуален. В частности, Республика Саха-Якутия, органы власти, влияет только на формирование мировой юстиции. Но я бы хотел тут, конечно же, свое мнение выразить по отношению к этой мировой юстиции. На самом деле мировая юстиция, она не мировая. Юстиция потому мировая, когда судьи миром выбираются, то есть население. Из мира приходит, им доверяют эту функцию. И самое главное, что должна быть исключительная подведомственность, закрытость этой системы. Не должны обжаловаться их решения федеральными судами и так далее. Это целый комплекс мер, который всегда существовал и в дореволюционной России, и самое главное, что и во всем мире существует, в принципе, вот это понятие мировой юстиции. Если мы так подойдем, то, само собой, вопрос о независимости судебных органов власти в республике даже не будет вызывать каких-то вопросов. Не будет вызывать. В целом, как раз все эти идеи при формировании обновленной государственности Республики Саха-Якутия в начале 90-х годов, они так или иначе воплощались в жизнь. Но попытки отказа от либеральных идей, они привели нас к тому, что мы, так скажем, вместе с водой и вылили ребенка, саму идею правового государства. А это, еще раз напоминаю, основа конституционного строя. Спасибо.